Ежедневно с 5 часов на главной фестивальной сцене конкурсная программа. Более 40 коллективов и солистов в этом году претендуют на главную этномузыкальную премию мира. Города, откуда приехали конкурсанты, расположены в разных уголках России, от Дальнего Востока до западных областей. Мы приехали из Республики Коми, с Прилузского района, село Черныш. Это тоже древнее село наше. Наш коллектив называется Народный самодеятельный фольклорный коллектив «Чернышские чипсонистки». Чипсоны – это у нас народный инструмент. Вот мы будем сегодня на них играть и будем петь наши старинные песни. Мы устроились нормально, все хорошо. Замечательно. Люди добродушные, где что попросишь, все. Все для нас. Мы были уже на Шушинском, на Сушинском. На Гресь. Да, Гресли. Да, впечатлились. Ой, первый раз. У нас же гор нет рядом. Да. Мы были впечатлены, мы были буквально готовы все камешки оттуда взять, чтобы на память осталось. Без музыкантов из Тывы, Хакасии, Якутии и Алтая не обошелся ни один из 13 шушинских фестивалей. Некоторые именно здесь получили путевку в мир большой музыки. Многие преданные миру Сибири зрители признают, что едут сюда специально, чтобы вновь услышать уникальных мастеров горлового пения и звучания необычных народных инструментов. В нынешнем году в конкурсной программе фестиваля как никогда богато в нескольких номинациях представлена детская возрастная категория. Ребята из якутского ансамбля «Дабун» объездили с гастролями многие страны мира, но участие в Шушинском фестивале считают очень важным. Нам здесь очень нравится, обстановка очень хорошая. Видно, что мир Сибири не первый год идет. Ребят, чем вообще хотели удивить? Костюмами, музыкой? Всем. А вы еще школьники, да? Да, мы школьники, но самый такой большой ажиотаж должен был идти от звуков барабана. А ты на барабанах? Мы на барабанах играем, да. У нас два вида, это чардат, это большие барабаны, и капсюр, это маленькие барабаны. Десятилетняя элита из якутского ансамбля «Дабун» 5 лет своей жизни увлекается традиционной якутской техникой подражания звукам природы. Учиться, конечно, это трудно. Да. Что нужно для этого? Слух хороший иметь? Как это понимать, как его извлечь-то звук такой? Я делаю это горлом. Я не могу объяснить, там надо сделать какую-то трубочку и там... Звуки каких вот животных, птиц ты умеешь? Я умею кукушку, чайку и журавли, да, и еще там джагай и это, там олень, как он дышит, да? Репертуар я сама все делаю, да. Композицию сама ставлю. И этническое, там все от обрядовых до современных. Тем временем в мобильной студии одной из красноярских радиостанций дает интервью лидер латышской группы «Электрофолк» Айнар Майерс. Ребят пригласили на «Мир Сибири» в качестве почетных гостей. Наша песня из древнейшего фольклора, латышского древнего фольклора, языческого периода. И, в принципе, там поется о разных природных явлениях, о сказочных, необъяснимых состояниях и о очень многом нереальном, так сказать. Это, наверное, сильно отличается от того, о чем сегодняшняя эстрада поет. Обнимем друг друга, так сказать, просто музыкой, открытым сердцем, любовью. Для этого и создана музыка для прекрасных встреч, так сказать. И самое главное, так сказать, открытость и радость в душе. И, это, так сказать, наверное, смысл, почему люди музыкой занимаются. Ксения Соковикова, Алексей Кавторев, программа «Южные горизонты».